Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В Ашхабаде внедряется цифровая система коммунальных услуг. Школьные базары откроются в Туркменистане с 1 августа. Посол России рассказал о своей работе в Туркменистане и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел очередное заседание Кабинета министров по цифровой системе, на котором были рассмотрены ключевые вопросы жизнедеятельности страны и приняты важные решения по различным направлениям государственной политики. Вице-премьер Байрамурат Аннамамедов доложил о внедрении проекта «Центральная электронная система» для учреждений, оказывающих коммунальные услуги в Ашхабаде. Проект, разработанный Хакимликом города, направлен на цифровизацию коммунального сектора столицы. В рамках инициативы уже запущено несколько программ, позволяющих ввести электронный учет жилых объектов, зданий и граждан, а также предоставляемых услуг. Правительство Туркменистана планирует организовать передвижную торговлю школьными товарами с 1 августа по 5 сентября текущего года. Особое внимание уделяется развитию цифровой торговли. Планируется наладить доставку школьных товаров через электронные системы торговых центров, текстильных магазинов и частных производителей. Передвижная торговля будет организована в вилаятских и этрапских центрах, а также в городах Ашхабад и Аркадак. 4-5 ноября в Туркменистане пройдет международный кинофестиваль «Горкут-Ата». Программа фестиваля предусматривает форум руководителей кинематографической сферы тюркских государств, показ фильмов стран-участниц фестиваля в кинотеатрах и киноконцертных центрах Ашхабада, мастер-классы известных зарубежных актеров и режиссеров. Туркменистан предстает как динамично развивающаяся страна с богатой культурой, уникальной архитектурой и широкими перспективами для международного сотрудничества. Об этом рассказал посол России в Туркменистане Иван Волынкин в передаче «Персона Грата» на радио «Спутник». В своем интервью дипломат поделился личными наблюдениями о стремительном развитии Туркменистана в различных сферах. Иван Волынкин описал дипломатическую жизнь в Туркменистане как насыщенную и интересную. В казахстанском городе Актау состоялась трехсторонняя встреча руководителей транспортных ведомств Туркменистана, Казахстана и Афганистана. Мероприятие прошло в рамках первого торгово-логистического форума «Север-Юг». Стороны обсудили условия транспортировки грузов по маршруту Казахстан, Туркменистан, Афганистан с перспективой выхода в Пакистан. Согласно озвученным прогнозам, на начальном этапе объем грузоперевозок может составить от 5 до 8 миллионов тонн, а в долгосрочной перспективе достичь 20-30 миллионов тонн. Эксперты оценивают ущерб от глобального сбоя в работе Microsoft в миллиарды долларов. Последствия этого происшествия оказались невероятно широкими, затронув территории от Австралии и Азии до США и Европы. Наиболее сильно пострадала авиационная отрасль. Тысячи рейсов были отменены в разных странах, а крупнейшие американские авиаперевозчики приостановили свою работу. В аэропортах по всему миру образовались огромные очереди, возникли проблемы с регистрацией на рейсы и работой платежных систем. В Китае 24-летняя фудблогер Пан Сяоцин ушла из жизни прямо во время своей онлайн-трансляции. Блогер ежедневно проводила многочасовые прямые эфиры, демонстрируя процесс употребления огромного количества пищи. Ее стримы нередко длились более 10 часов, в течение которых она могла съесть свыше 10 килограмм различных блюд. 22 июля в Ашхабаде состоится торжественная церемония проводов олимпийской сборной Туркменистана, которая примет участие в летних Олимпийских играх в Париже. Туркменистан будет представлен в 4 видах спорта – дзюдо, тяжелая атлетика, легкая атлетика и плавание. Церемония проводов пройдет в гостинице «Спорт» Олимпийского городка Ашхабада. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Футбольный клуб «Милан» объявил о подписании контракта с испанским нападающим Альваро Моратой. Контракт с 30-летним футболистом рассчитан до 30 июня 2028 года с возможностью продления еще на 1 сезон. Зарплата Мораты в новом клубе составит 5 миллионов евро за сезон. За трансфер испанского нападающего «Милан» выплатит Атлетико 13 миллионов евро в качестве отступных. На сегодня это все. Со всеми новостями вы можете ознакомиться на сайте turkmenportal.com и на наших официальных страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и помните, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.